Более 200 лет уйгуры воевали с тюрками, пока окончательно не разбили могущественный тюркский каганат и не создали уйгурский каганат, еще более могущественную империю, равной которой еще не было в степи. Мы расскажем, как уйгуры воевали с тюркскими каганатами и как уничтожили и изгнали племя, которое стало известно как тюркский народ кипчаки. Под этим именем они известны только со времени своего появления в исламских источниках IX века, после того, как уйгуры изгнали их предков в степи Дэшт и Кипчак со священной земли Атюкин на Алтае. Так кто же такие кипчаки и почему уйгуры их так назвали? Почему? Уйгуры назвали их «кыпчак» — неудачники. Это отражало страшные потери, понесенные сирами от уйгуров в 646 году. Позже это прозвище «кыпчак», означавшее «несчастливые неудачники», стало именем целого народа, оставившего глубокий след в истории Средней Азии. Авторитетный востоковед Клишторный пишет: нарицательное значение слова «кыпчак» в языке древнетюркских памятников сомнений не вызывает. Неудачный, злосчастный, злополучный. У Махмуда Кашгари кыпчак — это трухлявое дерево, неудачливый человек. Для уйгуров, давних соперников сиров, подмена древнего названия этого племени уничижительным прозвищем была как нельзя более кстати. Победа над тюрками рисуется уйгурскими руническими памятниками торжеством исторической справедливости и генеалогического легитимизма. Имя Кыпчак — неудачники, данное уйгурами, навсегда закрепится за ними.